Здравствуйте, в эфире программа «История башкирских родов». У микрофонов Максим Курников и руководитель автономной некоммерческой организации ШЖР Салават Хамидуллин. Здравствуйте. Здравствуйте. Сегодня мы поговорим о нескольких родах. Давайте как успеем, да, не будем заранее объявлять все, потому что иногда бывает, что мы в каком-то вопросе начинаем углубляться и не успеваем. Поэтому давайте назовем первый род, о котором мы поговорим. Тубаляс. Название такое, может быть, отличается по звуковому ряду по сравнению с теми, что мы до этого обсуждали. Давайте тогда начнем с расселения и названия. Роты проживают, наверное, уже везде, там, где угодно. Но их селения, традиционные селения, находились на территории современного Салаватского района. Салаватский район – это северо-восток нашей республики, там долина реки Юрюзань. Род-то, в принципе, он не очень-то большой, от силы там 6-7 деревень. Но, тем не менее, он довольно-таки интересный. Какой там рельеф? Горный рельеф, горно-лесной, такая замечательная, красивая природа. Давайте тогда поймем, откуда все-таки это название, этот этноним. Начнем с того, что в сводном ШЖР башкирских племен Тубаляс назван сыном Иштяка. Да? Иштяк – это, если вы знаете, башкир как называли соседние кочевые тюркские народы. И калмыки даже, значит, и казахи, и каракалпаки, и так далее, и так далее. И даже в Турции так называли. Называли, кроме, собственного названия башхорт, более употребительным было название Иштяк. Иштяками называли. Иштяк-хан, легендарный эпоним и предок башкирского народа. Происхождение этого слова непонятно. То есть, что она означает, непонятно. Кто-то связывал, значит, с названием, Остяк, то есть названием хантов. Но, по моим наблюдениям, это южные кочевые народы давали своим северным соседям. Иштяк, видимо, что-то в древности, как-то что-то, наверное, это обозначало. Ведь Остяк, то, что ханты носят, это же не их самоназвание. То есть, это тоже, это алый этноним, их прозвали, это то же самое. Это весь такой конгломерат северных племен, там, тюркских, не тюркских, там, неважно было. Для южных кочевников они, в общем-то, все были истяками. Да, скорее всего, это так. Тубаляс как раз в одном из сводных башкирских ШЖР назвал сыном Иштяка. Конечно, это не значит, что это на самом деле так. Это просто такая претензия, на укорененность этого рода в составе башкир. Но что касается самого этого происхождения, названия Тубаляс, то, в общем-то, оно довольно-таки прозрачно. Дело в том, что племя под названием Туваляс, оно не упоминается не только в составе родоплеменную структуру башкир, но опять же упоминает Рашид-ад-Дин, выдающийся Рашид-ад-Дин, персидский историк, который в XIV веке, являясь придворным историком иранских монголов, хулагуидов, которые те монголы, которые завоевали Иран, очень дотошно собирал все эти сведения о прошлом монголов, составил их подробную историю, которая называлась Джами ат-Таварих. И он писал: племена Баргут, Кури, Тувалас, племя Тумат, их жилище находится на стороне реки Селенга. То есть, представляете, это где Селенга? Это Бурятия, это вообще Забайкалье. Да. То есть, изначально племя это Туваляс проживало там. То есть, это было одно из монгольских племен. Либо племя с таким же названием, да? То есть, я думаю, что это именно то. Потому что таких совпадений редко находишь. Я вообще понимаю, что проблема во многом для нас сейчас в том, что мы этноним этот записываем кириллицей, да, и у нас может быть несколько разных вариантов. До 5 вариантов, я смотрю, разных здесь есть. Тюбеляс, Тубалас, Тубес по Мирасову, да, например, и так далее. Не суть, мы понимаем, что речь идет об одном и том же. Выходит так, что Тубаляс изначально, это одно из монгольских племен, появились в Башкирии, исходя из, скажем, самой логики истории, не ранее 13 века, получается. Видимо, с монгольским нашествием какая-то часть этих Тубалясов откололась от монгольской массы, пришла в Башкирию, осела и основала свое, в общем-то, подразделение. Потом они фиксируются в других источниках, этих Тувалясы или Тубалясы. В сочинениях 16 века фиксируются, там Таварих Гузида и Нусрат Наме, допустим, или история Абул-Хайр-хана и так далее. Упоминается, кстати, один узбекский бек. Убайдулла хан был такой в 16 веке, узбекский хан, и он был женат на дочери бека из племени Туваляс. То есть, они фиксируются. Как они вошли в состав российского государства об этом периоде? Там, понимаете, дело в том, что здесь по северо-востоку не имеем достаточной информации. Но они были в составе, скорее всего, сибирского ханства на северо-востоке. Это да, они, естественно, потому что поскольку впоследствии их территория и так и называлась, область Сибирской дорогой называлась, они входили в состав Сибирского ханства. Это безусловно. Как входила вообще Сибирская дорога, вся будущая Сибирская дорога
в состав московского государства. Там ведь сложилась очень сложная ситуация. Вот пала Казань, да, весь юг Башкирии входил в состав Ногайской Орды. Ногайская Орда в 1557 году князь Исмаил тоже принял русское подданство. То есть вся Южная Башкирия автоматом вошла в состав. То есть Запад и Юг вошли. Запад как бы сам начал входить после падения Казани. Они одними из первых начали ехать в Москву и брать, договариваться с Москвой. А вот этот Юг, он только в начале 17 века вошел. Южные башкиры, Ногайская Орда. То есть, смотрите как, очень сложно. Вот специально надо об этом одну передачу, наверное, посвятить этому. В 1557 году, после падения Казани, через 5 лет, Ногайский князь принимает протекторат России. Как бы вот эта южная часть Башкирии автоматом вошла. Но они пока еще Ногайская Орда, как автономное владение. Когда в начале 17 века Ногайской Орде пришел конец из-за вторжения калмыков, Джунгар, Джунгар, которые от Китая ушли. Только после этого вот эти все южные башкиры начали уже только в начале 17 века, уже раз Ногайской Орде пришел конец, они уже потом стали устанавливать непосредственно связь уже самостоятельно с Москвой. А до этого они как бы автоматом вошли, но это непонятно что. На Сибирской дороге была другая ситуация. Там они сначала после падения Казани установили отношения с московским правительством, начали договариваться о подданстве и так далее. Но потом в Сибири, почему это произошло в Сибири? Там, помните, была Шайбанидов династия, значит, законы, была свергнута местная княжеская династия тайбугидами. И вот тайбугиды тоже в 1555 году приняли русское подданство. Сибирь приняла русское подданство. Но потом пришел хан Кучум, вернул как бы свой трон, законы там. Там говорят, его захватчик, нет, его предкам это Сибири и принадлежал. Он просто пришел и восстановил свое, значит, право. Такая произошла реставрация династии чингизидов в Сибири. И как только, значит, в 1563 году хан Кучум восстановил свою власть в Сибири, все вот эти башкиры сибирской дороги присягнули теперь ему, как законному монарху. И оставались Кучуму фактически там, значит, особенно табынцы, там сынрянцы, значит, и другие племена, они были до конца ему верны, сражались за Кучума. Или, по крайней мере, те, которые не поддерживали его, там вот айлинцы, они не больно-то поддерживали. Ну, по крайней мере, они, в общем, были вынуждены находиться, так сказать, под его властью. Там была вот такая сложная ситуация. Поэтому вопрос присоединения Башкирии к Московскому царству – тема отдельного рассмотрения. И вот я, может быть, когда-нибудь сделаю об этом фильм. Да, возвращаясь к Тубалясу, мы понимаем, что это как раз произошло, видимо, позже, чем большая часть других башкирских племен. Вхождение куда? В состав российского государства. Я считаю все-таки, что после падения Казани они все-таки установили сначала отношения, потом вот произошла реставрация. Ага, то есть потом сибирское ханство Кучума, снова, да, потом где-то этот процесс был на 50 лет, где-то примерно вот так как бы заморожен, вот непонятная вот эта борьба там происходила, то есть и статус их был непонятен. Потом, когда дело Кучума потерпело поражение, и тогда как бы уже все. Те договоренности, которые происходили в 50-х годах 16 века, просто они вступили в силу. Ну, просто давайте еще раз напомним, может быть, что несмотря на присоединение, эта территория, да, которая контролировалась как раз башкирскими родами, была очень плохо изучена, в том числе административно Санкт-Петербурга, Москвой и Санкт-Петербурга. Ну, там просто они не знали вообще, там, они даже представления толком не имели, там, что вплоть чуть ли не до середины 18 века. Поэтому мы просто говорим, что они вроде бы как и вошли, а потом оказались подконтрольны другому, по сути, там, государству, как мы сегодня бы сказали. Это не должно удивлять, просто потому, что это были далекие, плохо изученные земли, которые действительно контролировать там из столиц было довольно непросто, мягко там говоря. Просто невозможно было тогда, никаких рычагов не было, ничего невозможно было, то есть, что хотели, то и делали. Это нормально, феодально, так сказать, да, это сегодня там, сегодня завтра давайте там. по нашим ступенькам, которые мы обычно сами проходим, это восстание башкирское. Да. Насколько Тубаляс был родом, который создавал проблемы, скажем так, в этом Тубаляс, вопросе. он не настолько был крупным родом, хотя они тоже участвовали в восстаниях, естественно. Во время Пугачевщины тоже там у них выдвинулись некие там предводители. Тубаляс во время формирования государственности, как мы ее сегодня понимаем, да, башкирской, 100 лет назад, он оказался в Малой Башкирии,
Или он оказался в Малой Уфимской Башкирии. В губернии? Малой Башкирии он оказался. Дувано-Кущинский кантон, так называемый, там образовавшийся. Они тоже, значит, поскольку находились в Малой Башкирии, они, соответственно, были активными участниками, значит, национального движения, призывались в башкирские войска, в общем-то, и разделяли все тяготы. Давайте теперь перейдем к следующему роду. Вот я хотел бы рассказать о роде Мурзалар. Тоже в Салаватском районе в основном они проживают. То есть они все вот как-то компактно живут. Тоже род не очень-то большой. Название Мурзалар откуда? Вот Мурзалар, ну, это Мурзы, как бы, понимаете? Мурзы, да. Что это означает, никто не понимает. Вот. Всякие были на этот счет теории. Вот если говорить о, собственно, названии этнонима, мы же понимаем, что иногда этноним, и история этнонима, и генетическая история, они не всегда совпадают. Бывают такие случаи, что просто название там, автохтонного населения накладывается там, на название какого-то племени, и, в общем-то, все считают, что вот так и есть. Вот, допустим, как с гирейцами произошло. Гирейцы, да. Это род кирейты, монгольский род. Ну, а генетически, собственно, гирейцы, башкиры-гирейцы, никакого отношения к монголам не имеют. Когда начали проверять, у них оказалась гаплогруппа И1. И1 именно как раз те субклады, которые, значит, ведут в Скандинавию, то есть викинги какие-то. Вот. Как это вообще? То есть это вот просто удивительно. И вот то же самое с Мурзалар. Этноним Мурзалар. Сразу что напрашивается, что это... Мурзы. Мурзы. Тоже как бы ни о чем. Хочется ведь как-то найти им аналогию где-то в древности, а в древности находится только одна аналогия. Было монгольское племя Тайджиут, тоже переводится как князья. Соответственно, можно предположить, что Мурзалар – это просто калька от монгольского Тайджиут, так? Просто чтобы было понятно, Мурза – это аристократический титул. Сын князя, да, княжич. Княжич. Князь – это бей, по-башкирски, значит, арабский аналог, там, эмир. В Иране называли сына эмира Эмир-Заде. А пропало, как у персов обычно, Амир стал Мир. Заде, Д убрали, стал Мирза. Вот происхождение этого титула. Отсюда, значит, слово Мирза произошло. Сначала Мирза, потом в тюркский язык стал Мурза называться, и вот Мурзалар. По именно семантической аналогии, вот здесь вот мы высказали мнение, что, возможно, Мурзалар происходит от этого также соционима Тайджиут. Калька с монгольского на тюркский. В башкирской этнониме примеры такие есть. Но когда начали проверять их генетически, этих племен Мурзалары, что оказалось? Оказалось вообще просто. Они с другой планеты. У них гаплогруппа опять у них оказалась И1. Скандинавская гаплогруппа. Как она здесь оказалась? Каким образом? То есть ближайшие, так сказать, родичи вот этим скандинавам, причем разошлись там лет там всего лишь вот у них вот эти ветви там лет там 700 назад. То есть как раз в раннем Средневековье. Наш генетик, который нам пишет, наш исследователь Владимир Волков, предположил, что, видимо, это какая-то заблудившаяся там ватага варягов, которую сюда занесло на Урал каким-то макаром. Заблудившиеся, это, конечно, совсем образно. Почему? Вполне это возможно было. Почему? Я вам сейчас объясню. Давайте посмотрим, где эти варяги, где эти викинги были. Да? Викинги были, значит, в Новгороде. Сосредоточение. Новгородское княжество, вернее, республика, в 13-14 веках их границы доходили до Северного Урала. То есть вот так по северу до Северного Урала. И в Заурале они заходили. То есть вполне возможно, какая-то вот ватага вот этих варягов по северным рекам, она и где-то, да, пришла сюда, может быть, просто заблудилась, их тут пленили, условно говоря. Тогда люди тоже варварами ведь не были, там, зачем их убивать? Как вот обычно происходило в башкирском обществе. Берут в ясырь, сколько-то лет они живут в качестве пленников, потом отпускают, то есть такое патриархальное рабство. Потом отпускают на волю, они, значит, все здесь ассимилируются, женятся на этих на местных девушках, женятся и остаются. То есть это полно таких было просто в башкирской истории, куча примеров. Логически выстроенная схема, какая на ум приходит, вот, возможно, только такая. Вот и таким образом вот этот род Мурзалар, он оказался в Башкирии. Нельзя не назвать самого выдающегося представителя рода Мурзалар, или одного из выдающихся, это поэт Рами Гарипов. Если бы эти варяги сюда не пришли, не было бы нашего поэта Рами Гарипова. Поэт наш такой немножко опальный, который в советское время, который не боялся, значит, писать острые стихи. Вот он был выразителем такой башкирской идентичности вот в советское время, да, когда, в общем-то, это не особо приветствовалось, даже, значит, было под каким-то прессом, и вот обычно противопоставляют, что ли, значит, вот был официальный, значит, наш великий поэт и писатель Мустай Карим, и вот был такой загнанный, значит, Рами Гарипов. Ну, на самом деле, поэт выдающийся. Ну что ж, успели о двух родах мы сегодня рассказать. Я напомню, это был Салават Хамидуллин, руководитель автономной некоммерческой организации «Шежере». До свидания. До свидания.